Кыргызстан вообще рай для выращивания ягод, и, в принципе, все ягоды могут расти на территории Кыргызстана. Единственное, есть особенность. Вот, к примеру, клубника, она может расти как в теплых регионах, так и более прохладных. А далее остальные, типа малины, она уже может расти в предгорьях, и в наиболее холодных регионах может расти облепиха и смородина. То есть, в принципе, для всех ягод у нас очень хорошие условия, поэтому на данный момент мы знаем, что там, более 70% всех ягодных культур, среди ягодных культур это клубника у нас выращивается, то есть клубника является основным локомотивом, оставшаяся часть занимает, на втором месте у нас малина, потом остальные это смородина, ежевика, облепиха и так далее. Но для выращивания практически всех культур у нас есть идеальные природно-климатические условия, кроме, наверное, голубики, потому что для голубики необходима более кислая среда, кислая почва. Голубику тоже можно выращивать, но для этого необходимо специально заводить торф из-за рубежа, кислый торф, но все остальное, солнце, воздух, вода и так далее, у нас идеальные условия для ягод. Поэтому в целом объем потребления клубники в мире, он самый большой. Вообще у нас есть свои уже дикие сорта, можно их называть дикими, потому что по урожайности они очень мало дают, то есть там дают в районе до 10 тонн, то есть их потенциал, да, можно сказать. Есть там завозные сорта, вот один немец сюда любительски просто завозил, и от нее у нас здесь размножили. Это говорят про сорт Мицинова, к примеру. Но мы в этом году, в феврале и в мае, были в лучших питомниках Италии, и мы для себя, как ассоциация ягодоводов, приняли решение, что мы хотим работать над брендом «Самые вкусные ягоды в мире». Да? То есть Кыргызстан должен ассоциироваться с самыми вкусными ягодами в мире. И именно поэтому мы в итальянских питомниках дегустировали все клубники, разные виды, разные сорта, для того, чтобы подобрать лучшие и самые вкусные сорта. И мы уже сейчас организовали прямые поставки, и нам удалось благодаря этому снизить средние рыночные цены с 50 сомов до 25-30 сомов на саженцы, потому что мы просто посередине убрали очень много посредников и наладили прямые каналы напрямую от лучших питомников Италии. Я думаю, что тут просто все зависит от подхода и от видения человека. Да? К примеру, можно выращивать и клубнику, но на клубнике ты должен очень большие базовые расходы тоже сделать. Да? То есть вот представляете, к примеру, на 50 тысяч саженцев вам необходимо на 1 гектар. Умножьте это, минимальный для членов ассоциации у нас 25 сомов, это уже 1 250 000 сомов. Это только на саженцы. Вместе с остальными какими-то расходами на орошение, на благоустройство какой-то территории, это уйдет где-то до 2 миллионов сомов. И вот, но при этом, при средней урожайности человек может эти деньги оправдать уже за первый год. Следующие 2 года он будет чисто зарабатывать, то есть у него будет, скажем, чистая прибыль. Может оказаться так, что и он за первый год и закроет, и сразу еще и в прибыль выйдет. Там порядка 10 000 долларов чистая прибыль, я думаю, он может вытаскивать. Мы сейчас, 23-й год, в рамках ассоциации объявили годом клубники, и мы все делаем по клубнике. И мы настолько глубоко сейчас в эту тему погружаемся, что больше мы даем решения по клубнике. А сейчас мы ориентируемся так, что ассоциация создает среду благоприятную, технологическую, финансовую, кадровую. И у нас появляются профессиональные поставщики технологий и услуг. Они получают доступ к финансированию от банков и финансовых институтов. И фермер, который хочет заниматься, допустим, клубникой, он обращается в банк, банки оплачивают напрямую уже поставщикам услуг и товаров. Они приходят, все ставят, допустим, капельное орошение, саженцы,
И именно поставщики несут за это ответственность. То есть они в течение 3 лет должны обеспечивать свою гарантию. То есть вот такая модель, при которой фермер должен быть застрахован от большинства проблем, которые сейчас сталкиваются наши фермеры. Сейчас, на данный момент, да, мы наладили поставки с Италии, а будут еще дальше другие новые направления. Вообще, вся ягодная отрасль является нишевой для Кыргызстана, потому что вот просто, что такое ниша, да, в бизнесе? Каждый просто находит свою нишу и основываясь на своих сильных сторонах и возможностях. То есть мы сейчас понимаем, что, к примеру, у Казахстана сильная сторона и возможности в злаковых культурах, то есть там пшеница, ячмень и так далее. Потому что у них огромные поля, это все там им поливать не надо, потому что, в принципе, за счет дождей, за счет культуры, особенностей культуры, за счет селекции, они могут получать очень высокие урожаи. В Узбекистане у них ниша это по хлопку, по овощам, по фруктам. И с ними, допустим, нам конкурировать и биться за копейки тоже можно, но есть ли смысл? Но по ягодам ни одна из наших стран, соседей, не может с нами конкурировать, потому что чисто природно-климатические есть особенности. У нас предгорье, у нас горы, 95% территории это горы. У нас ночные температуры летом падают ниже 20 градусов, и это является хорошей основой для того, чтобы получать высокий урожай. И даже летом, вот именно в предгорье, дневные температуры тоже не настолько высокие, как вот в степях Казахстана и в Ферганской долине Узбекистана. Соответственно, мы имеем естественное конкурентное преимущество. Мы, если они могут получать урожай там, в апреле и в мае только, дальше у них все тишина, то у нас с апреля по ноябрь мы можем получать урожай. Это еще больше дает инвестиционную привлекательность для переработчиков, для компаний, которые занимаются шоковой заморозкой и так далее. Почему? Потому что они могут, если в Узбекистане и в Казахстане они будут вынуждены разом заморозить огромные средства на закуп, то есть на оборотные средства огромные они замораживают, то в нашем же случае они могут и в апреле, в мае массовый урожай получить, но и дальше в июне, в июле, в августе, сентябре, в октябре, ноябре, то есть они могут растянуть, и те же оборотные средства они могут несколько раз прокручивать. И это для больших компаний имеет ключевое значение, и это наше стратегическое преимущество, которое мы должны использовать. Мы попробовали, продегустировали ягоды со всего мира. Я могу с уверенностью сказать, что ягоды Кыргызстана могут стать самыми, действительно занять бренд, нишу самых вкусных ягод мира.